Здравствуйте. Всем зрителям и слушателям, которые кто-то MP3 слушает, а кто-то видит. Думаю, все у вас здоровья и жизнь на данном военном время хорошо. Всегда, чтобы было хорошо. Ками ба тоджики суhbat мекнем немножко на таджикском, а потом на узбекском, потом на казахском и потом на русском. По порядку будем на все языки разговаривать. И потом на польском тоже. Аввалан салом алейкум ба ҳамаи ҳамватанои азизе ки бигӯем дар айни ҳол гӯем ки дар оташи дигар ҷойҳо гӯем дар оташи бегона бирён шида истодагӣ ҳамватанои азизам ки дар Россия қарор доранд, гӯем дар ғурбат, ки хубу созу саломат бошед. Худо кунад ки соқ саломат ба ватан, ба пеши падару модар, зану фарзанд баргардед. Рости мара чӣ бигем имрӯза чӣ сабаб шид ки ман навор кунам, мебина акам аз ӯ тараф хатора кунам. Минтақаша намегум, то ин ки намехоҳам дар ӯ акам ягон камбудӣ шавад. Дина як одам хеле як одами калонсол, барои ман як чанд чизҳои гӯем ки равон кард. Нацист чум чӣ гуфта навишта ва ҳамахел гӯем равон кард манда. Баъд ба хулосае омадам ки ба акам як тамос бигирам. Аввал надонистам кӣ будаша. Гуфтам як тамос бигирем, кӣ ҳастӣ? Ва тамос гирифтам, акам бардошт амакӣ. Аввал ними сарша нишон дод, боло акша. Сараш ранги мабори сафед будааст. Баъд оста оста гуфтам охай кишоа крута чикор мекунӣ? Мега кӣ чӣ ту? Як инсоне ки солҳои 97 сол як саҳм доштаги инсон, ба ҳаму бузургҳои ҳаму давра замон шини хез кардагӣ инсон. Баъд аз ӯ кофтам ёфтам ҳамаша. ҳамроҳш як суҳбат кардам, рости гапа гӯ. Бисёр бигӯем ки як суҳбати беақлона бигӯм. Акам да сахт мераса ки ман акама беақл гуфтестаму ҳамака. Намедонам ӯ суҳбат ҳама чӣ хел биномад. Аммо ҳамун стили бигем авангард ё ҳукуматӣ ё амниятӣ ё ҳамун стил ҳаст дар акам дида мешавад. Барое ки гӯш мекунам акама гап мезана, амаки ман гӯш мекунам ва дар ҳолате ки ман гапа шурӯъ мекунам ва ӯ ҳам шурӯъ мекунад ҳамроҳи ман. Ва гап задан мехоҳад, гӯш кардан намехоҳад. Проблема сари ин буд. Ба ҳар ҳол баъд як чандта галасавоям равонаш кардам, саволода аз ӯ посух хостам гирам, барое ки галасавоеро икунӣ, якдигара перебивад намекунӣ. Мисол худат гап мезанӣ ва баъд ӯ айсу гап мезанад. Дар ин ҳолати видеовизифи мо яъне ки як чӣ буд. Ва дар айни ҳолам акам бигӯем ки раиси як анҷуман дар бигӯем ҳамун минтақаш кор мекардааст. Ҳамроҳш суҳбат кардем ва чандта савол додам. Барои ман як саволи мада ҷавоб дода натонист акам. Мутаассифона агар бибина ҳаминҷа метавона ки ба дар зери коммента ё ки намедонам ё алоҳида худамда ҳамун ҷавоб, ҳамун саволҳои додагимда ҷавоб бида.
ва ӯ акам настаивад кард ки яъне ки ба як пой истод ки Путин ёки Россия натсистора оператсия карда истоданд. Яъне ки оператсия натсист, яъне ки киштани натсистҳо аст, нобуд сохтани натсизм аст. Дар акам савол додам, гуфтам ака зиёда гӯем ки қариб як шояд як 50,000 40,000 студенту гӯем ки қайд 10,000, ман гуфтам зиёда аст, 5-6,000 шаҳрванди Тоҷикистон, 5,000 10,000 мегем студенту ёки бигем ки кор мекунанд дар Украина ҳастанд, қарор доранд ва зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд ва аз ҳамиҷа хонашона луқмаи нони хонашона равон мекунанд. ягон бор дар ягон ҷо дидӣ ки ягон украинс, натсисти украинс тоҷика кишта дар кунуш чӯб зада боша, суратш дар интернет биромада боша ё равон карда боша? ҷавоб дода натониста. дар Украина ягон тоҷика дидӣ ки дар дуруни подвал хов када боша? ҷавоб дода натониста. як дона натсисти навор ё намедонам барои ман пешниҳод кард. акам пешниҳод карда натонист. ман барои акама садҳо навор ва садҳо суратҳо пешниҳод кардам. чӣ хел тоҷикоро киштагиянд, чӣ хел дар кӯчаҳо партофтагиянд, чӣ хел тоҷика мезананд дар Россия, натсисто, русский натсист. садҳо бигем ки пример овардам ва акам ҷавоб дода наметавонад. аммо ман фаҳмидам ки қатъи акам суҳбатҳомон уже пухта истодааст, яъне ки акам дарк карда истодааст ки воқеан мо шота не то аст иҷода. яъне ки прав ма ҳастам дар инҷа. баъд дар ҳолати бо суҳбат гуфтам ки ҳамин босмач, дар бораи босмач барои ман ягон мисол пайдо кард. аз куҷо пайдо шид ва чӣ кор карда? саволу ҷавоби акамам дар бораи босмач ҳамун фикри большевизме ки бобои мара босмач гуфтагӣ аст. имрӯзе ки бандеровс мегӯянд ку кишта истодан, мора просто босмач гуфта киштан, бобомона босмач гунаҳгор карда ва мо худмон ба бобои худмон нафрат пайдо кардем. русский гуфт ки мы вас спасли. от кого спасли? от наших дедов? наши деды тоже, как бандеровцы, нас кушали? Людоеды были, да, наши деды? Вот это вопрос был просто. И амаки ҷавоб дода натонист. амаки ҳозирам як вазифаи бигем ки раҳбарията кор мекунад, як раҳбарӣ мекунад, яъне ки як гурӯҳ тоҷикон. замини тоҷико чӣ қадар калон буд, яъне аз куҷо то ба куҷо буд сарҳади замини, яъне ки тоҷико аз Самарқанду Бухоро сар кардагӣ тараф гуфти ҳамун гапҳо, яъне ки ҳамун территория, ҳамун харита ҳаст албатта. ҳамун замина кӣ тақсим кард, ба гуногун ҷойҳо дод, давлат пайдо карду ҷада чандинта, Ӯзбекистон, Қирғизистон, яна бигем кӣ ёра тақсим кард? американ аст, англичан, европеец, француз, рус, хитоӣ? кӣ кора кард? И як дақиқа манзарати як галазиё. Кӣ карди кора барои замини мора? Кӣ тақсим кард? Кӣ замини мора пора кард? Савол.
ана акай азизам бигем ки ҷавоб дода натонист, наметавона ҷавоб дода. Мега ки мо хати урусо ҳастем. Гуфтам майли охе, ира ҳеҷ ка и ҳақ аста намегира. И ҳақа 41-45 сол чанд қа тоҷикистонӣ қурбонӣ шид. савол шумо дам, чаро дар як филми рус 41-45 сола филмишда чаро мо як дона актёри тоҷик надидем? чаро як дона филм ки чӣ хел тоҷикҳо дар куҷоҳо ҷангиданд, чӣ корҳо карданд, куҷо расвобадид карданд, дар куҷоҳо қурбон шиданд, чӣ ба мо ин чиза надидем беғарзи 4 медали холе ки дар мардуми мо доданд, мардуми тоҷикистони мо. ки тира растаптат кард меҳнатота? урус. дар ҳолате ки ин қадар хиёната урус дар ту карда боша, урус мега 15 грамм алюминий. вақте ки тира бобота босмач гуфта боша, заминта гирифта тақсим карда боша, алфавити тира аз байн бурда боша, дар ҷое ки ту бобоҳои қаҳрамони худта дар китоб бихонӣ, Пушкину, Сергей Андропов хондагӣ бошӣ, чӣ хубӣ кард тира урус? чӣ хубӣ кард барои ту? чӣ кор кардӣ? баъд аз ин ҳамо кинои Любовь без слов тамошо кардагӣ будам як замоне. воқеан ҳам гуфтам, ҳамин воқеияти тоҷикии мода наздик аста. падар модарша мекиша ва худша барои худаш хизматгор мекунад. солона 1800 мурда кишта дар кунош чӯ зада рус груз 200 тоҷикистон роҳӣ мекунад. як урус суд шид. мада судша биги биёр нишон нести чиз ива намешавам. ва акае ки раҳбари як анҷуман намедонам, дар саволам ҷавоб дода натонист. ва имрӯз ту ба як ямқа хлеб ту худта фурӯхта истодӣ. яъне ки худат историяи худта фурӯхта истодӣ, худат таърихи худта фурӯхта истодӣ, худат миллати худта фурӯхта истодӣ. ва ӯ акамам намехоҳад ҷавоб бита ва ба ман савол дод ки бобои ту дар ҷанги 41-45 иштирок кардагиай? гуфтам бале. ина дидӣ мега? ранги як кӯдак барӣ. хеле як одами бузург ҳасти, хеле накуне қатъи эмомалӣ шиштагӣ, суратҳо дора, аксу наворҳо дора қатъи эмомалӣ. як инсони кулучай, ключ дар ҳамон давру замонаш. یکی زیر سوالش بردگی مورد سکوت در رفت، در آخر سکوت رفت، جواب داده نتونست. گفتمش وقتی که قدر خیانت در تا از روز شیدگی باشه در حقیقت
و تو امروز میفخری و پشتیبانی میکنی. میفهمی امیرم؟ انا که در سال 41-45 بابوی ما جنگ کردگی بود. راست حاضر اگر می بود خودم سودش میکردم بابو ما. برای چی؟ برای که سال 41-45 بابای ما قطعی نیمس جنگی، نیمس گفته دایش قطعی جنگی. اما امروز 6 سال میشه و ما در همین جایم و دیگر تاجیکات هم خانه قطعی تامین میکنه، پول قطعی تامین میکنه، گودکات علم قطعی تامین میکنه که بابای ما و تو یراق گرفته اومدگی خانه شون оружием ворвался. امروز خدمت اینو برای ما هست. یک بار ما در یک جا نشنویدم که یک نیمز بگه که شما طرفداری ستالین بدین، چی میکنین در اینجا؟ برین کامو پیش ستالین تون پوست ستالین یاردمتون کنه. وقتی بیکار میمونه پولی خونه تمیز پرن، کوارتیر پولی تمیزن، با پیلوس با 1000 2000 3000 5000 هر یک گودک 300 400 یورو ماهانه بگیم پول میگیره. بعضی آدمای سرگولا کی فایده رو جمع 6 هفته گودک داشته باشی دیگه هیچ کار نمیکنی در جمع صاحبی هم چی میشه؟ ماهانه 4 5000 یورو هم تو میگیری. باز از نالوگ خودش پولا داده داده است. یک بار نگفت یک نیمز کی همین کارو کرد بابای تو طرفدار ستالین بود گفته. یک نیمز در روی یک انسان انداختگی نیست، گفتگی نیست، دهن شوی کردگی نیست. و بابای ما برلین از آشیشت نکرده سالی رزروشت کرد بابای من تا برلین نه که امروز همین مردم دایچ یک بار دارو تو نداخت و دهن شنک شد. این همین کار بابای شما کردگی چی میکنین در اینجا؟ نه که ما مسکو را از آشیشت کرده در یک کنج روسیه همچه یک انسان زندگی کرده نمیتونیم. گودکات تجاوز خود چورک نامون دادگیه. و تی امروز مرا از بابام سوال میتی؟ ما ایزا میکشم در دولتی یا زندگی کرده که حاضر همین احوال بابای ما خطی ستالین آمدن در سر یو کردن همون تجاوزه. اما امروز ما در اینجا گفت که هم گپو تمام شرایط ما را آفریدن دادن زندگی کار جا آخران مدل مرسدس آخران مدل رنج راور و دیگر چیزا خطی ما در اینجا زندگی میگردیم. و کم ترکک بگیم که بعد هر چی فکر دارم و در فکر فرو رفت و نخواست گپ زدن کش تلفن و گلاسوای روان کردم جوابم دیگر نداد. فکر کنم که او کم ترک در فکر رفت و آخران گفتم که اکا همون تاریخ بخونی برو یک کار که یک کوشش که یگان ویزا پیزا که انا بیو یک مدت در همه دولت های اروپا یک زندگی که یک مدت یک ویزای کاری که همچون کارگر بیو در اینجا زندگی که یک بار ببین در برای هم یک چیز یافتن نتونست، یک دانه ردسیس یافتن نتونست. در برای بگیم که این طرف هم سوالات جواب یافتن نتونست که گفتم توکل به خدا دیگه. سوالا که جواب شا یافتی میتونی که زنگ زنی و همراه بشینیم باز صحبت کنیم. برای ما را گفتم شخصا روسیه دشمنی ما است، دشمنی اجدادانی ما است که تمامی مقدسات ما را نابود کردگی از الفاوی تم سر کردگی نابود کردگی هستند. از الفاوی ولی که ما نمیریم دیگر جو از الفاوی که فارسی سر کردگی اونیشتجت کردن تمامی کتاب مقدسات
заминома пора карда додагӣ, тақсимот кардагӣ, олимомона киштагӣ, нобуд кардагӣ ҳамара, суд кардагӣ, чор предателя ёфта оварда барои сари мара қаҳрамон кардагӣ, гӯё ки ино қаҳрамон, ӯ ҳамашон предателан, русда фурӯхташидагиан. барои оли баъзеҳо мегӯяд ки ё агар ҳамин кора намекардан Тоҷикистон кулан нобуд мешид. агар ки ҳамун равшанфикре ки фурӯхта мешава айду ҳам нобуд шава, ҳам Тоҷикистон ҳамун хуба. барои чӣ? Барое ки тера уже нобуд кардагия, ҳамаи читак уже нобуд кардагия. ҳамин хел бигем ки суҳбат кардем ва каме фикр кунам ки уже фаҳмид, худшам дарк кард. гуфтам брай история биков. ҳозир ин замона бибин чӣ қадар замонаи интернет ҳол пака маҳкам то накардиян, метавонӣ ки аз ютуб аз дигар ҷо историёро пайдо кунӣ ва биковӣ. аввалан таърихи хитта биков, Тоҷикистона, Форса ва ғайраҳора. ҳар як чизе ки гуфтам, агар ӯ таърихи ман зиён расондагӣ аст, ман ӯро қабулш надорам. ӯ барои ман душмани ман аст. ҳар як чиз фарқ надора ӯ чӣ аст. агар дар хонаи ман барои нобуд кардани таърихи ман омадагӣ боша ва чизи маро нобуд кардагӣ боша, ӯ душмани ман аст. ман ӯро қабул надорам. ҳар чизе ки омада боша ба хубии худаш, ҳамчунон ки ҳам як инсон меояд хонат ба хубӣ ва чизеро вайрон намекунад, ӯ меҳмони хуб аст. кадоме ки меояд хонаи тира даромада перестройка мекунад, ман ӯро қабул надорам. вообще қабулш надорам. дигар гӯем ки ҳамита акам рафт, таваккалаш ба худо. ака минтақаша намегум, номша намегум. номша бугум, агар интернет дабзанӣ шумо ҳаматон медонед. худаш мара шинос кард, худша руша дидам, интернета задам, полни роз дар ниёша ҳамаша кофтум ёфтам. воқеанам бигем ки ҳамун инсонҳои элитаҳои, яке аз ҳамун бигем ки шинихези элитаҳои Тоҷикистон будагӣ инсон аст. дигар ҳамтан гуфтем хай таваккалат ба худо. ба ҳар ҳол дӯстои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромӣ, будем говорить на русском, да? яъне русӣ гап мезанем. будем говорить на русском. 24-й день война. Всего на ровно 1 месяц на 30 дней остался 6 дней. Послезавтра 21-го у нас Навруз, весна. Мир это встречают, это весну. А в Украине льется кровь детей. Кровь тех людей, которые эта весна очень сильно ожидали зимой. По снегам гуляли, ждали этот день, как поступит весна. Рыбалка, купалка, шашлык с друзьями. Те люди, которые ждали и не дождались. Пусть земля будет им пухом. Они отдали ради Родины свою жизнь. А террористы убили, бомбардировали сына Усама бен Ладен, Владимир бен Ладен. Сейчас делает террор на территории Украины. Если будет вопрос, заканчивается эта война, нет, не заканчивается эта война. Эта война начало 32-й был, да, мировой войны. Это 3-я мировая война. Путин никогда назад не идет, Россия. Никогда. Скоро они нападут. Польшу нападут. Это на их план. У них задний ход нету быть позором в мире, потому что уже конец Россия, начало конец Россия, скажем. Если назад отходит, уже начало конец. Почему? Потому что
мир заблокировал. Если сейчас в данный момент считать 50/50 Россия не существует. Нету России. Почему? Потому что на весь мир опускали флаг России. Уже ООН и, скажем, большие ОБС и остальные организации уже опустили флаг России. Это считается, что больше Россия, такой страна нету. Польшу опустили флаг России, Германия опустили флаг России, и остальные места, Америка, везде опускали флаг России. Это считается, что Россия нет такого страны, мы не знаем, и мы не считаем такую страну где-то есть. Россия это страна, мы этого не считаем. Вот такой идет мировая, скажем, исчезновение Россия. Путин винит кого-то, да? Не надо винить кого-то, надо винить себе и русизма, который существовал 24 часа в вашем телевизоре. Надо было людей как-то немножечко как-то надо было учить их. Вот это КамАЗ, наверное, сейчас мне ударит, точно, потому что какой-то дебил сидит там, вообще расстояние не держит, вообще нету. Куда-то торопится, походу. Вот. Ну, вот такой, смотрите, вот прямо вот видно. Вот. России уже нету. Россия либо силой восстановит свое существование, либо исчезают. Никакой добротой не может больше Россию восстановить себе. Никакой. Оно и реально есть, скажем. Все. Никакой у них вариантов на восстановление нету. Никакой вариантов у них нет. Только путь один. Силой, не знаю, то ли пустить свою ракету, то ли пустить ядер. Не знаю, что он будет делать. Но только он восстановит силой. А кроме силы ничего не восстановит Россию. Ничего. Россия уже все. Вот это вот КамАЗист реально вот этот дебил. Я обгонял одну машину, да, он чтобы остался. Он тоже за мной обгоняет и выходит за мной. Он точно ударит меня сейчас. Будет ДТП. Ждите, смотрите, какой ДТП будет. Он такой дебил. Вот. Вот такой, скажем, ситуация в российской телеканале идет, или там кто-то учит кого-то, читают какой-то анекдот, мы такой, мы сякой. Нет, Россия готовится нападение на Польшу. Я это и польский народу предупреждаю. Я уже это чувствую, что вот-вот нападут. Потому что в России назад пути нету, чтобы сказали в мир, Россия проиграл Украину, маленькую страну проиграл. Это позорно для русских. Это будет позорно, что Россия проиграл Украину. Все, никто не будет признавать Россию. Все, будет распад, вот эта чеченская армия. Уже считаются, все они уже балаболами, все. Уже люди считают это все балабол такой. Просто тиктокеры, балаболы. Они так считают уже. Потому что никакой детства ничего не видно. Россия прекрасно это понимает.
что у России есть один вариант: воевать до конца. А мы это прекрасно знаем, что Россия не остановится. Россия не хочет перестать существование России. Уже 50/50 не существует Россия. Не признает, их паспорта не будет не признавать. Скоро валюта их не будет не признавать. Мир не признает, все, не принимаем. Как рублей СССР распался, все, где опускаете флаг СССР, где опустили, все, нигде он не существовал, все. Вот такой вариант. Вот страну довел до туда, вот Путин и его окружение страну до туда довел. Вот скоро перестанет существовать эта страна. Полностью перестанет быть вот эта Россия. Может быть, появляется какой-то другой там татарское государство, там кавказский, чеченский, ичкерский, ну, например, скажем, да, и тут там за Байкалом, ну, которые живут, ну, чукчане, у них будет свое государство. Они не воюют ни с кем, но у них появляется вот ниоткуда, вот вам приз, государство, давайте, восстанавливайте себя и укрепляйте себя. Вот Бурятия, там, там. Все у них будет свое государство. Это не шутка. Это не шутка, это реал. Только Путин перед тем перед тем исчезнут Россия, Путина есть последний путь, вот эта кнопка нажимает и скажет: все, и нам до свидания, и вам до свидания. Пусть потом и кто останется живым, и они пусть потом себе разделят свою новую границу, новые паспорта, новые деньги, что-то придумывает, пусть выдумывает, потом как будет жить люди дальше. Так. Только так, только вариант это. Другой вариант я абсолютно не вижу. Не вижу просто посадить Путина, сделать опущенным, и чтобы он согласился на все условия, и потом завтра все это, и, короче, там Путин ни с кем не будет. Даже Лукашенко уже сдевается, разговаривает. Мне бедного Путина очень жалко. Уже сидит перед Путиным, себя считают как бог. Вот это Лукашенко, как перед Путиным вот так разговаривал. А сейчас перед Путиным он себя считает бог. Вы не верите это? Смотрите, как он сидит. Уверенно. А Путин сидит, дрожит, ногами играет, руками играют. Уже все. Ну вот такой ситуация. А потом поздравляем русских изобретателей и русских дипломатов, русские политики, которые, оказывается, выпускается в России новая машина. Ну, Volkswagen, это Volkswagen. Они даже не знают, что значит слово Volkswagen. Они этого не знают, вот это, что это такое вообще-то на перевод. Если брать вот это Volkswagen, мы говорим, да? Они не знают, что это такое. Вот. Они, оказывается, это выпускает новым брендом. Будет не Volkswagen, а будет Буратино. Я вообще в шоке был. Я вообще кайфовал. Я сказал: ё-моё, будем ездить на Буратино, да? А потом я думал, а почему им не помочь брендами, да? Если они хотят сделать новый Макдональдс для себя, да? С картошкой. А я думал, я тоже буду помогать им. Давайте придумывать бренды. Вообще круто. Volkswagen, вот как раз здесь есть вот эта модель Volkswagen. Это народный автомобиль. Вот.
с перевода. Это народный автомобиль, народный. Вот. Давайте сделаем тогда Мерседес, а ну погоди. Почему не делать? Давай русский. Сделаем BMW Заяц. Ну, например. Сделаем Audi Хрюша. Ну, у вас мультфильм же много, которые русский мультфильм. Давайте, вообще клево будет. Что ты купил? Буратино. Вау! А я, ну погоди, купил. Конкретно такой, да? А я Заяц, да, BMW. Ну давай. Будем помогать русскому будем помогать с названием, брендом, да? Как эти люди сидят в Госдуме, вот такими головами, как эти люди сидят и якобы пугают миру, что мы Volkswagen делаем Volkswagen, ну не делаем какой бренд Volkswagen, а мы там Буратино. Делаем Буратино. И клеим вот это носика Буратино и шапочкой, да? Как русский, вот это для меня, вот это вот интересно, русский, вопрос к вам, как эти люди сидят и властвуют, управляют вами, а не нами, а вами, как управляют эти люди. Такие тупые, такие долбоебы, такие абсолютно... Я не знаю, как правильно этих людей назвать, честно. Ну как они управляют вами? Ни стыда, ни совесть, ничего. У нас есть картошка, мы делаем... мы делаем это самое... вот это вот Макдональдс и остальные. Мы сами делаем, мы у себя дома делаем. Потому что у нас растут же картошка. А мы просто будем переименовать это... на какой-то, не знаю, на чего-то другой. Переименуем как-то. И ставим вместо этой головы, этого места Ленина голова ставим. Да? Будет нормально у нас. Мы живем, мы не будем умирать. Вот эта уверенность их, да? И при этом и долбоебность их. Вот это вот уверенность и долбоебность их. Они не знают, что говорить сами. Сделаем Volkswagen, который у нас есть их завод или что-то там, какой-то запчасти что-то производит. Мы делаем это Volkswagen, ну, назовем, например, Буратино. У нас будет Буратино машина. У них нет в голове, чтобы говорить. Если они отказываются, это у нас есть вот это Волга, у нас есть Ходор Ахматкина умер Волга, у нас есть Лада, у нас есть, например, мы эти заводы стараемся, чем от них купить, то деньги вложим сюда, сделаем эту машину, хоть какое-то качество, качественно, как Мерседес, как Ауди, качество сделаем немножко. Трудимся, если так мы не трудились, да, мы спали, мы бухали, мы кайфовали, мы продали нефть и за это купили, что хотели, да? Они не могут это говорить просто словами, вот у них в голове нету этого, давайте, как сказал Борис Немцов, он точно и правильно сказал. Когда есть Мерседес, Audi, BMW, никогда у нас в стране не будет качественная и нормальная машина. Когда не будет их, потом мы будем очнуться и делаем себе какой-то качественная машина. Эти долбоебы пугают, чтобы я сделаю бренд завода Volkswagen, точно такой же Volkswagen, назову его Буратино.
И сделаем точно как Мерседес, назову его «Ну погоди». Сделаю как БМВ, назову ее «Заяц». Просто мультфильм. Они народу мультфильм рассказывают. Понимаете? У них нет в голове. Давайте мы сделаем наше вот это вот есть пока. Лада. Давайте мы вложим сюда деньги и сделаем такой качественный, как Audi, как Mercedes. Сделаем Волга такой же, как Mercedes, как Audi, как BMW. У них нету это. В голове нету. Знаете почему? Потому что они никогда не думали, что у них есть машина. Потому что они всегда купили за рубежом. BMW, Mercedes, Audi, Range. Другие машины они куповали. Они никогда не думали, что у них в стране есть Лада, есть Волга, которые Жигули, которые украли с польского, насильно брали польский завод, автомобильный польский завод. Раньше он был итальянский, потом Польша купила от Италии, а потом по истории заставили в Польшу, чтобы завод будет в России. Заберем. Насилие это. Жигули, завод Жигули. Насилие забрали от Польши. Этот завод был раньше в Польше. Сносили туда. У них вот эта голова нету. Вот они русские депутаты. Понимаете? Они только вот Путин что скажет, они согласны. Убивать украинцев, значит, давай убивать. Воровать деньги, давай воровать. А сделать что-то, а мы не знаем, как делать это. Конструктора убить, судить. Если конструктор говорит что-то не то, о, ты против нас стал, давай тебе тюрьма, судить, расправа. И убегали от страны. Никто. 4 дебиля, 1 долбоеба остался. Все как у нас. 4 дебиля, 1 долбоеба. Якобы они правят страной, якобы они герои, якобы они... Вот русский народ, докуда вы дошли. У вас, оказывается, скоро будет автомобиль Буратино. Не Volkswagen, Буратино. Не Мерседес. Ну погоди. Понимаете, написано. Не Мерседес. Ну погоди, компрессор. Представляете, вот это вот вообще клево звучит. Ну погоди. Ну погоди, компрессор. Вообще клево. Вообще кайфово. Да? Ё-моё, вот это люди вот дают интервью, вот это люди вот разговаривают, да? Вот это люди еще управляют страной, народами. А те время человек, который скоро будет выпускать автомобиль «Ну погоди», и автомобиль «Буратино», и автомобиль «Заяц», вот. Бабушки дерутся в магазине, чтобы получить 1 килограмм сахара. Это момент. А деньги все идут к войну. Убивать, 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 убивать. А в стране сахара нету. В стране полка пустует магазин. Хлеба нету. Скоро будет драка в магазине. Я только что понял, что Россия, оказывается, абсолютно очень отсталая от мира эта страна, оказывается. Почему? Потому что интервью берет, говорит, что я, говорит, не знаю, что такое интернет. Пусть закроет, я не пользуюсь. Пусть, говорит, я не знаю, что это такое. Пусть будет для нас вот этот телевизор и Соловьев, и все. А остальные не надо. Такой отсталая страна, оказывается, да? Честно, вот это вот доказывает и показывает, что люди, оказывается, вот немножко старших людей, у них
пенсия или у них финанс, жизнь не хватало, чтобы купить эти вещи, пользоваться. У них, оказывается, только на хлеб и на гроб, наверное, собрали. И на 4 бутылки после похорона, чтобы люди пили. Наверное, вот на это хватает их жизни. Вот их деньги, их зарплата, наверное, вот на этом хватает. Это видно, что они не хотят. Они не знают, что такое интернет, что такое WhatsApp, что такое Viber, что такое YouTube. Вот опрос делают, они не знают этого. Вот идите опрос делайте, украинские бабушки, украинские дедушки. Все они прекрасно, все у них дома компьютер, у них интернет, Wi-Fi дома, все нормально, они пользуются все. Оказывается, там не пользуются. Только молодежи, которые есть, они пользуются. Вот такой, вот такой, скажем, кирдык. И Казахстан, оказывается, тоже хочет оказать помощь свою братскому народу, который недавно, это братский народ, несколько лет, скажем, не считает казахстанов как страна, казахстанцев как владельцы этой земли, якобы они арендуют, яки свалите оттуда, это российская территория, это русская земля, вы арендаторы там. Это арендаторы, оказывается, по слова русским. Оказывается, они хотят еще помогать русским. Не знаю, то ли за аренду они хотят платить. Расплачиваться-то надо чем-то, понимаешь? Надо платить, когда ты снимаешь квартиру, да? Когда ты снимаешь жилье, тебе надо будет как-то расплачиваться, там, отдавать деньги. Я думаю, сейчас Казахстан вот теперь, наверное, за аренду идет, да, чтобы их продлили дальше, разрешили им жить там пока. Вот это вот позорно, когда тебя унижают, вот когда тебя не считают, именно вот такие дебили дипломаты, депутаты, когда тебя не считают за народа, когда тебя не считают за страной, да, а ты еще идешь помогать. Точно вот наши таджики вот так делают. Когда их убивают, их разделяют, их не земля, когда их дедов называют басмачем, их дедов дает автомат, давай идем убить Европу уничтожать, Германию там уничтожать, да, и сам их сам вот так возьмет там, как рабов использует, в вагонах спит, там в подвалах спит, не считают их как человек, называют чурками, да, еще они готовы воевать. Еще они готовы убивать украинцев, убивать европейцев, убивать какой-то... Я просто в шоке. Что за мозг у них? Что за мозг у них? Я в шоке. Даже у барана такого мозга нету. У баран нормальный мозг работающий, который отличают сухой траву от свежей. Понимаете? Даже у барана мозг это нормально, который работает, отличают сухой траву от свежей, зеленой. У них абсолютно ничего не работает. Хуже, чем барана у них голова, наверное. Вот тебе унижают, тебе, не знаю, все для тебя делают, чтобы ты был зачумаренным на этом свете. А когда у него будет проблема, ты должен обок его стоять, помогать. Ёпани жизнь. Что за люди, что за мозг у них? Қазақстанда, қазақтар, жігіттер, ұят ғой. Конкретно ұят, намыс бар ма? Сендерді адам демейді ғой мынау. Қазақтар арендатор дейді ғой. Қазақты жер жоқ дейді.
И аны кайбетпейсиздер, еши аны защищать этесиңдер. Кайбетпейин. Уят бар ма, казак? Очухайтесь, бауырларым. Не поддавайтесь. Этот закон недействительно. Этот приказ недействительный приказ. Вы можете спокойно отказаться и не выполнять это. Сказать вот это вот командиром или кто там командующим. И пошел ты за русским корабль. Все, я не иду туда воевать, убивать. Потому что он не напал на нас. Солай ғой қазағым. Біраз ұят ғой. Уят. Если вы тоже хотите, чтобы попасть в мировую санкцию, да, голодовать, то вы можете тоже идти и выполнять преступный приказ вашего власти. Вот такой, скажем, сценарий идет в мире. Так что Украина держится, весь мир поддерживает, молодцы, весь мир. Вот, теперь надо расплачиваться. Россию надо, как-то говорят, отвечать за все натворенным дело, которое натворили. Так что, дорогие мои, сегодня были вот такой вот кирдык. Сейчас идет очень много бомбы ударили тоже в Украине. Молодцы, народ Украины, скажем, и военные пацаны, которые воюют там. Я бы тоже очень хотел бы там быть с вами рядом. Ну, как-то мне закон не разрешает. Не знаю, если посмотрим. Если это разрешают как-то, обязательно я буду с вами обок. Чем жить позорным на этом свете, лучше умереть гордо. Я бы выбирал бы это, чем жить позорно, чем быть чуркой, чем быть рабом русский, чем который у меня землю отняли, дедов мою назвали басмачем, алфавит мой уничтожили, отдали мне русский алфавит. То, что все, что, чем я мог гордиться, почти уничтожили это русский. Чем жить позорно. Я говорю же, лучше умереть гордо. Умереть с честью. Это хорошо. Дальше с Богом и генерал Симус Зеленский и весь армия Украины. Бог с вами. Сила с вами. Весь мир с вами. Обязательно победа будет. Но вы это только, скажем, начало там. Скоро будет война, начнется Польша, потому что цель Россия уничтожать Польшу. Почему? Потому что Польша первый пример свободы на той территории, которую Россия контролирует. Из-за Польши следовали все остальные страны. Поэтому он хочет уничтожать Польшу. За того, что он показал, как свободно можно жить. Так что, думаю, мы тоже готовы. Ну, они вот-вот, у нас тоже сторону границы, сирени, проверка, все идет, проверяется. Ну, оно точно будет скоро война у нас. Я это чувствую. Я интуиция, что это такое как-то, да? Мне никогда не обманывал. Я всегда что чувствовал, то будет.
Я сейчас в последний момент чувствую, что вот-вот у нас тоже начнется эта война. Так что мы готовы воевать. Всем салам алейкум. Не умирайте позорно. Не живите позорно. Умирайте гордо. Всем салам. Еще до завтра, да? Посмотрим, следим еще завтра. Сделаем эфир.